Привет, это Крым Реалии, в студии Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о том, как проходит кампания перед выборами президента России, которые намечены на 15, 16 и 17 марта. Поговорим о том, какую тактику избрал Кремль на этих выборах, как он действует на временно оккупированных территориях Украины, разработала ли к этим мероприятиям консолидированную тактику российская оппозиция. Главная новость последних дней о российских выборах – это новости о возможном недопуске к регистрации в качестве кандидата Бориса Надеждина. По правилам российских выборов для регистрации кандидат должен собрать 100 тысяч подписей в 40 российских регионах. При этом допускается некий брак, недостоверные данные, ошибки и так далее, которых должно быть не более 5% в общей массе. Вот среди 105 тысяч подписей, которые подал кандидат Надеждин, в российский ЦИК якобы было обнаружено порядка 15% этого брака. В штабе Надеждина говорят, что будут это оспаривать, но, впрочем, окончательного решения российского ЦИК по этому кандидату пока нет. Мы обращались в штаб политика за комментариями к этому эфиру, но ответов пока не получили. Попросим помочь нам разобраться в происходящем Ивана Преображенского, кандидата политических наук, эксперта по Центральной и Восточной Европе, члена Совета форума «Свободной России». Иван, добрый день. Добрый день. Итак, является ли для вас какой-то неожиданностью то, что сейчас происходит вокруг кандидатуры Бориса Надеждина? Поскольку это не выборы сами, по большому счету, это спецоперация по переназначению Владимира Путина, очевидно, что никакие кандидаты, которые могли бы испортить картинку, им не нужны в списке формальных кандидатов. Там должны быть только статисты, поскольку в процессе выдвижения Борис Надеждин уже привлек к себе слишком большое внимание, очевидно было, что его не зарегистрируют. Честно говоря, я считал, что его не зарегистрируют с самого начала, но всегда оставалась маленькая возможность, что Кремль хочет поиграть в легитимацию этих псевдовыборов, допустить Надеждина, дать ему получить 1-2%, и потом красиво заявить: ну вы видели, сколько здесь противников войны в России? 1-2%. Мы можем не учитывать их мнение. Соответственно, после того, как несколько сот тысяч человек согласились, выстроились в очереди подписываться за Надеждина и прямо артикулировали, что сам Надеждин их не интересует, а они используют это как возможность выступить против войны, стало понятно, что Надеждин превращается стремительно из не очень понятного и мало кому известного политика, в прошлом члена либеральных разнообразных партий, в такой символ сопротивления войны, в кандидата против всех, за которого совершенно непонятно, сколько людей попытается в итоге проголосовать, если его зарегистрировать. А если большое количество неконтролируемых голосующих людей придет на эти выборы, то масштаб фальсификации Кремлю придется резко увеличивать для того, чтобы нарисовать Путину те самые приблизительно 80% голосов россиян, которые они хотят ему, собственно, нарисовать. Но ведь, извините, что я перебиваю, но ведь это уже было во время этой же кампании, когда Екатерина Дунцова тоже заявила о том, что она идет в президенты, начал вокруг нее мобилизоваться протестный электорат, и ее на выборы не допустили. Так, а вот после недопуска Бориса Надеждина, если да, эта информация в итоге подтвердится, нет ли для Кремля таких рисков, что вот этот электорат, он мобилизуется вокруг какой-то другой кандидатуры, которая уже была допущена на выборы? Вот ровно поэтому до выборов были допущены такие кандидатуры, вокруг которых абсолютно невозможно мобилизоваться. Кандидаты исключительно от парламентских партий. Единственный из них, который условно изображает из себя что-то либеральное, это кандидат Дованков, который выдвигается от партии, непосредственно созданной администрацией президента Путина, партии «Новые люди», которая должна собой заместить все нелояльные либеральные политические силы и изображать таких лояльных либералов. Те, кто приходили ставить подписи за Надеждина, в общем, прекрасно понимают, что в России происходит, и шансов, что им удастся продать потом, например, вначале была Дунцова, потом Надеждин, а потом, как говорят некоторые, Надеждина сейчас снимут, и им начнут в этом же качестве продавать Дованцова, нет, она абсолютно нереалистична. Да им и не нужен кандидат, который может вокруг себя кого-то собрать. Поэтому я уверен, что Дованков, прошу прощения, будет
делать такие заявления, что вокруг него точно никто не соберется, он не самоубийца. Он не хочет, чтобы вокруг него кто-то объединился, и чтобы его подняли на знамя помимо его собственного желания. На знамя, причем антивоенной борьбы. Соответственно, кандидат от КПРФ — это вообще всеми давно забытый Харитонов, который уже один раз ходил на выборы, когда Владимиру Путину тоже не нужны были никакие конкуренты. И, например, от ЛДПР выдвигался охранник тогда еще живого лидера партии Владимира Жириновского по фамилии Малышкин. Ну а, собственно, от ЛДПР, с учетом того, что яркий и харизматичный Жириновский умер, выдвигается абсолютно блеклый, никому неизвестный, неинтересный, по большому счету, кандидат Леонид Слуцкий, лидер этой партии формальный. «Справедливая Россия» вообще никого не стала выдвигать. То есть речь идет о том, что Путину выбрали максимально безопасных спойлеров, вокруг которых при всем желании не сможет объединиться никакой протестный электорат. На их фоне Борис Надеждин очень живой, очень активный. И самое главное, что россиян даже не волнует, что он там заявляет. Про Крым, про Украину, про войну. Все прекрасно понимают, что в общем и целом, по сравнению со всеми остальными, он условно антивоенный. Все это абсолютно достаточно людям, чтобы это знать. Соответственно, он не может поэтому именно участвовать в выборах, не сможет, потому что вокруг него готовы объединяться и готовы не слушать его. То есть, если он сейчас начнет кричать, что он выступает в поддержку наших мальчиков на войне, и что он сам готов пойти и воевать на фронте, даже в этой ситуации он останется символом антивоенной борьбы, и все. Кандидатом против всех. Его фамилия никого не интересует. Помогите нам разобраться вот в происходящем, потому что минувшей осенью форум «Свободной России» опубликовал резолюцию, в которой декларировалось непризнание, неучастие в этом процессе, в этих выборах. Тогда было много критики этой позиции, да и сейчас много оппозиционных политиков российских так или иначе принимают участие вот в этой истории. Или зовут ставить подписи, звали ставить подписи за Надеждина, или зовут на протестное голосование. Вот этот полдень против Путина, который заключается в том, чтобы в полдень 17 числа прийти на участки, либо проголосовать за кого-то, кого угодно, кроме Путина, либо испортить бюллетень, либо не принимать участие, но вот на участке таким образом прийти. Вот как разобраться в этой ситуации? Есть ли у российской оппозиции сейчас какая-то консолидированная позиция, консолидированная стратегия по поводу этих выборов? Я бы начал с того, что консолидированная стратегия есть. Эта консолидированная стратегия не касается всяких разнообразных флешмобов, от флешмоба в поддержку Дунцовой до флешмоба, который надо провести в последний день голосования, к которому некоторые политики призывают. И эта консолидированная позиция заключается в том, что нельзя признавать никакие результаты этих псевдовыборов, потому что это не выборы, а спецоперация по переназначению Путина, абсолютно нелегитимная, проводящаяся на временно оккупированных территориях Украины и так далее. Соответственно, консолидированная позиция сводится к тому, что вся российская оппозиция так или иначе призывает западных лидеров, это единственные, кто здесь может оказать какое-то реальное влияние, не признать после выборов президента Путина президентом Российской Федерации, как это было в свое время с Александром Лукашенко. К сожалению, как сказала одна из моих коллег, западные лидеры настолько не склонны вступать в такой прямой конфликт с Путиным, что не исключено, что единственный способ принудить их к этому — это взять в заложники их детей и близких. Это, конечно, грустная шутка, но она отражает политическую реальность сейчас. Попытка, например, одного из евродепутатов собрать сейчас подписи своих коллег за то, чтобы подписать резолюцию о непризнании итогов российских выборов, привела к тому, что этот эстонский депутат набрал 28 подписей из 750 в Европарламенте. Хотя, казалось бы, в Европарламенте практически всем очевидно, что никаких выборов в России не проходит. Но, тем не менее, эта тема не популярна. Нет, и ее именно и пытается продвигать российская оппозиция, потому что альтернативы ей нет. А дальше уже начинаются различия. Например, действительно, форум «Свободной России» делал подобное заявление.
Я не был среди авторов этого заявления, я его критиковал, честно говоря. Тем более я тогда не был членом Совета форума «Свободной России». С моей точки зрения необходимо было, что в итоге и получилось, дать россиянам, находящимся на территории России, а не в эмиграции, оппозиционно настроенным по отношению к путинскому режиму, какую-то возможность для консолидации. Людям было очень важно после этих 2 лет почувствовать, что они не одни. Пропаганда очень сильно и качественно поработала над тем, чтобы создать у них ощущение полной изоляции, что с ними нету ни тех, кто уехал. Они их якобы критикуют, заявляют, что они такие же предатели, как те, кто воюет на фронте и так далее. Так пропаганда старалась подавать заявления лидеров оппозиции в эмиграции. С другой стороны, им надо было почувствовать, что они в стране не одни, что несмотря на то, что около 2 миллионов антивоенно настроенных россиян эмигрировали из страны, еще миллионы остались. И поэтому им нужны были такого рода флешмобы. Поэтому я выступал против того, чтобы категорически от всех требовать вообще не участвовать ни в каких псевдоэлекторальных процедурах. Просто надо постоянно говорить о том, что это не участие в выборах. Это просто использование кремлевского спектакля для того, чтобы дать людям самовыразиться, объединиться, что-то заявить и так далее. Есть окно возможностей, используем его, но только постоянно говорим, это не выборы. И один вопрос... Мне кажется, так приблизительно и сложилось в итоге, потому что, если коротко, большинство лидеров оппозиции, призывавших якобы поддерживать Надеждина, они же не Надеждина призывали поддерживать, они призывали прийти и поставить подпись за Надеждина. Это очень большая разница, потому что Надеждин не кандидат, единый кандидат от оппозиции, он просто символ. Еще один вопрос. Насколько важны на этот раз для Кремля выборы на оккупированных территориях Украины? Мы знаем, что их жителям Кремль собирается предложить проголосовать за Владимира Путина. Насколько это важно и насколько это для Кремля? И насколько это угроза вообще для легитимности Владимира Путина в глазах мирового сообщества? Но очевидно, что Владимир Путин уже проводил такие выборы в 2018 году, и голосование проходило на временно оккупированных территориях Украины, только тогда это были Крым и Севастополь. Мировое сообщество по большому счету проглотило это, заявив о том, что в такой очень обтекаемой форме, что выборы, конечно, нелегитимные, но при этом Путина признавать президентом продолжали. Соответственно, сейчас Путину как раз наоборот, мне кажется, максимально важно использовать голосование на временно оккупированных территориях для того, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать миру твердость своих намерений, продемонстрировать твердость своих намерений, между прочим, российскому правящему классу, который часть его явно пыталась сдвинуть Путина к тому, чтобы не проводить там выборы и тем самым повысить легитимность выборов в глазах Запада. Нет, Путин от этого отказался, причем демонстративно. Соответственно, по моим ощущениям, Владимир Путин осознанно это делает. Для него это очень важно. Он будет рисовать там для себя максимальный результат. Понятно, что там никаких выборов в реальности не пройдет. Они сгонят несколько очередей и красиво их снимут. Но сейчас вся борьба в значительной мере информационная, помимо прямой войны на фронте, и она проходит в интернете. Соответственно, спасибо. Если они смогут разогнать, то им это удастся. Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Продолжаем эфир. И вот говоря о российских выборах на оккупированных территориях Украины, мы не можем забывать, что они незаконны с точки зрения норм и принципов международного права, в частности, устава ООН. Незаконны они с точки зрения законодательства Украины. В заявление об этом каждому такому российскому мероприятию публикует МИД Украины. И на этот раз 8 декабря, в день, когда российский ЦИК назначил дату выборов в России, МИД Украины опубликовал такое заявление. Цитата: «Включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, поставит под сомнение легитимность всего результата выборов президента России». Конец цитаты. В украинском внешнеполитическом ведомстве также призывают международное сообщество осудить намерение России провести президентские выборы на
оккупированных территориях и наложить санкции на причастных к их организации. А тех, кого могут пригласить на выборы на оккупированных территориях в качестве международных наблюдателей, предупреждают об уголовной ответственности. Но в Крыму подготовка к выборам уже идет. В частности, входящая в структуру российского парламента Крыма Общественная палата в декабре и январе активно готовила наблюдателей по всему полуострову. 17 февраля по 7 марта в Крыму также планируется так называемый подомовой обход избирателей уже от российского избиркома Крыма. С нами на связи Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем ага, добрый день. По вашему мнению, насколько важны эти выборы для российской власти именно в Крыму? Ведь по датам оно практически совпадает с десятилетием оккупации Крыма, и мы видим, что и эти события в Крыму намерены широко праздновать. Заказали 3000 медалей к этой дате. Итак, насколько для Кремля важным является провести выборы именно на оккупированных территориях Украины? В общем-то, мы все прекрасно понимаем, что как политического процесса, как волеизъявления выборов, выбора права народа, так такового не существует вообще понятия в России, не только на оккупированных территориях. Поэтому тут рассуждать в контексте того, что важно, не важно, сейчас уже для него ничего не важно. Сейчас нужно просто утвердить, скажем, пройти вот эту формальную процедуру, которую они нарисуют как хотят, и снова продлить свое правление, сымитировать процесс выборов, потом Европа и официальные структуры мировых институций будут говорить о том, что выборы были с нарушениями, и в том числе присоединение оккупированных территорий в этот политический процесс. И все понимают, что лукавят все, потому что речь идет о ядерной державе, и выйти на позиции непризнания и демонстративной изоляции Путина, никто сегодня не пойдет. Зачем нам всем подыгрывать, как журналистам, аналитикам, я вообще не понимаю. Никакой оппозиции в России нет и не было. Есть марионетки, которые подкармливаются тем же Путиным для того, чтобы имитировать некие вот такие политические явления, как оппозиция, для того, чтобы потом эта же так званая оппозиция где-то била себя в грудь на каких-то там площадках европейских, что они вот оппозиция, да, а те площадки на территории Европы будут предоставлять эту возможность для того, чтобы имитировать, что есть какая-то оппозиция. И все это делается только в силу того, что это ядерная держава. На других территориях очень быстрые, резкие реакции, вплоть до непризнания выборов и так далее, и так далее. Поэтому, что касается оккупированных территорий, сейчас это даже уже и не важно самому Путину. Это было важно до того, как началась широкомасштабная война. Это была возможность каким-то образом продавить, чтобы ряд держав, институций европейских нахально проглотили вот эту туфту, что там идут какие-то выборы, и, значит, крымский народ, которого не существует в природе, да. А сейчас это ему не нужно, это идет больше для того, чтобы проводить это в контексте внутренней вот этой вот диктаторской системы подавления, управления этих территорий. Ахтем, буквально минута у нас остается. Уже со следующей недели представители российского избиркома начнут ходить по домам крымчан, приглашать их на выборы. Что посоветуете, может быть, делать нашим зрителям, если еще нет какой-то позиции Меджлиса официальной? Может быть, вы лично? У нас позиция не меняется с 2014 года, и с 2014 года ни одни политические процессы, навязываемые на наших территориях, называемыми выборами,
или референдумами, они не имели легитимности с точки зрения участия в них крымских татар и большинства наших граждан. И в этот раз так будет. То, что они ходят по домам или куда там, в туалеты они заходят или что-то еще, вообще неинтересно отслеживать, потому что сейчас тем более, когда мы с вами видим, как насколько откровенно и насколько вот так вот демонстративно нам местные наши граждане показывают наши возможности, когда мы там атакуем, бьем и подавляем их огневые точки или объекты военные, это говорит о том, что для России уже все в прошлом. Крым сегодня уже никакими такими вот авантюрами не оставишь в зоне своего влияния. Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Ахтем Чийгоз. Говорили мы о выборах, которые пройдут в марте на территории России и на тех территориях Украины, которые Россия временно оккупирует. В студии для вас работал Сергей Макрушин. Что вы думаете о том, что было сказано сегодня в нашем эфире? К сожалению, не все материалы, которые мы подготовили, в него вошли, но мы их опубликуем позже. Пишите комментарии под этим видео. Это Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.